Сквозь годы они смотрят на нас со старых фотографий. Те, кто составил славу и гордость Осетии, кто, уйдя в вечность, остался в сердце народа, благодарной памяти, неподвластной зыбкому времени. Вилен. Так обращались к нему все, кто даже не был с ним знаком. Ведь любимых и почитаемых людей в народе всегда звали просто по имени. Это верный знак прижизненного признания. С этим жил и остался в истории Вилен Варзяти, представитель уважаемой фамилии всего осетинского народа. К сожалению, о Вилене Варзяти приходится говорить в прошедшем времени. Судьба отпустила ему до обидного мало. Его не стало в середине 90-х годов, и ушел он, в общем-то, молодым человеком, которому было немногим более 40 лет. Успел он, однако, удивительно много. И важно, что его достижения следует измерять не количеством публикаций, хотя их тоже достаточно, но тем качественным скачком, который он обеспечил в остиноведении, переведя этнографические описания в плоскость этнологии, осмысления, постижения глубинных смыслов. И когда я пытаюсь подвести итог его жизни, то мне на память приходит фраза, которая была произнесена им самим как-то по случаю. И звучит эта фраза так: «Ушел собирать этнографический материал». И важно, что она была тогда еще сказана им применительно к самому себе. И вот теперь, по прошествии более 2 десятилетий, она вновь напоминает нам о нем. И те смыслы, о которых мы тогда еще не догадывались, они становятся явными. И важно понимать, что, обретая имя при жизни, важно, чтобы оно осталось и после ухода ее владельца. И в остинской традиции существует вот такое понятие «ном», которое одновременно значит и имя, и репутация. И в данном случае становится совершенно ясно, что после ухода остается человеческий образ, остаются труды, и остается память в сердцах тех, кто был с ним знаком. Вилен представлял собой личность, которая в процессе познавательном, образовательном, научном ассоциировалась с передовыми формами цивилизации в той гуманитарной области, в которой он находился. Ведь он очень довольно многоплановый человек был профессионально. Его часто называют этнографом, это большое заблуждение. Вилен был аналитиком. Он анализировал тот пласт информационный, который остался от XIX века, занимаясь материальной культурой традиционных остин, и в контексте структурного анализа, семиотических теорий пытался представить целую картину мира традиционного осетина. Сегодня творчество Вилена Варзяти интересует не только историков и этнологов. Его читают и цитируют многие из тех, кому не безразлична судьба Осетии. Его произведения сегодня издают и переиздают истинные патриоты своего народа. Его научные труды переводят на иностранные языки, изучают в школах и вузах. Конечно, он мог бы стать со временем во главе целого направления научного. Оно
том или ином виде продолжается. Но, так сказать, когда есть мотор, когда есть лидер, когда есть маяк такой, да, это все делается гораздо быстрее. Василий Иванович Абаев, это Аксакал, и, так сказать, возрастной разрыв чрезвычайно большой. Я глубоко убежден, что он был таким продолжателем. Он был бы, так сказать, сопоставимым во многих аспектах. Действительно, он был очень серьезным специалистом, и время показывает, что он написал труды, которые, несомненно, останутся в истории Осетии и в этнографии Осетии, не только Осетии, но и Кавказа, потому что у него замечательная работа есть, посвященная связям традиционной культуры осетин с другими народами Северного Кавказа. Главные достижения, которые он оставил после себя, они связаны с тем, что он стал применять прежде неизвестные методы научного исследования. И главным из этих методов был структурно-семиотический. Это не значит, что он отказался от достигнутых к тому времени уже и существовавших описаний, исследований. Напротив, он опирался на них. Он был представителем отечественной школы кавказоведения. Можно по праву его так называть, потому что он и учился в Москве в секторе кавказоведения, когда еще были живы корифеи, когда был жив Борис Александрович Калоев, когда был жив Михаил Горданти. И, конечно же, он это все использовал в качестве фундамента. Но он пошел дальше. Он стал использовать в своих исследованиях понятие структуры и символа. И это позволило открыть смысловую сторону традиции. Ровно 30 лет назад вышла его программная статья о столике фынк и ритуальной пище осетин. 1989 год. И он очень ждал реакции общества на эту статью. Эта статья описывала самый главный контекст нашего этнокультурного, нашего культурного причастия к традиции. Что осталось? Что у нас осталось? У нас остался стол с его атрибутикой, который так или иначе этнокультурно создает у нас духовную причастность к прошлому. Мы имитируем эту духовную причастность, но все-таки эта имитация создает в нас идентификацию этноса. Он описал полностью семиотически, что такое текст стола, текст всех тех действий, которые мы совершаем. Каждый народ традиционно, с древнейших времен, начиная с ранних этапов истории человечества, себе всегда ставил выше, чем соседи. Другое дело, как мы пользуемся этническим багажом в настоящее время. Ведь история алан средневековых, она, не знаю, от кого это пошло, показывается очень однобоко. Меч, щит, ура. А мало кто обращает внимание на духовный аспект аланской миссии. Мы же знаем, что из среды алан вышли люди, которые были зачислены в лик святых Русской Православной Церкви, Грузинской Церкви, Армянской Церкви, святой Алоис, святой Франции. Его именем имеются монастыри и храмы. И этот аспект деятельности алан как-то отходит на второй план. Даже если мы возьмем нашу современную жизнь, обратите внимание, в любую школу мы зайдем и посмотрим герои-земляки, герои Афганистана и так далее, и так далее. Увидите вы где-нибудь мыслители Осетии, Афако Гаси? Увидите? Я нигде не видел. Про Костяне говорю, Махарбека Туганова увидите вы где-нибудь? Эльбаздуку Бритаева увидите? Это выдающиеся люди были.
Вилен Савельевич оказался на стыке эпох, когда ушла советская система и когда вместе с советской идеологией ушли опоры, которые позволяли обществу сохранять стабильность. И вот в этих условиях безвремени он и попытался предложить свой ответ на те вопросы, которые поставило время. И поскольку мы до сих пор читаем его книги и помним о нем, то, скорее всего, предложенные им ответы, они оказались верными, и они по-прежнему остаются в силе. Жизнью ему было отпущено не так много лет, но своим примером он показывает, что важно не количество прожитых лет, а важно то содержание, которым человек наполняет свою жизнь. И этого содержания оказалось достаточно для того, чтобы спустя, вот уже больше 20 лет, мы продолжаем не просто вспоминать его, мы продолжаем вести с ним диалог. Мы пытаемся осмыслить те наработки, которые он нам оставил. В одной из своих работ Вилен писал: «Они, осетины, сохранили в веках и поколениях то, чего нет ни в каких исторических хрониках и документах. Речь идет о мироздании древнего, неповторимого, своеобразного социума восточных иранцев. Это всегда следует помнить и как музейный раритет тщательно сохранять, хотя бы для мировой цивилизации, если нам самим это не нужно и доставляет дополнительную тягость бытия». Очень важно понимать, что Вилен на самом деле пришел к потрясающему открытию целостной Вселенной. Последняя его книга, которая не написана, но которую он начинал за несколько лет до ухода, уже очень измотанный, довольно негативно обращавшийся с ним социумом, коллегами и так далее. Он писал книгу под названием «Алания после Алании». Это потрясающе интересная тема, и сам тезис «Алания после Алании», он интересен тем, что же осталось и что было. Что было, мы можем представить гипотетически. Что осталось, мы реально знаем от тех информаторов 19-го, начала 20 века, которые, в общем-то, смогли что-то зафиксировать, рассказать ученым. И вот эту книгу он хотел создать как некую модель всего ценного, что пришло из прошлого у осетин, и так или иначе формирует их идентичность культурную, чем они могут гордиться, и в то же время, что мир может увидеть в них, как последнего осколка огромной степной цивилизации. Вот этот момент для него был очень важен. Он осознавал все, что может быть ценным в пространстве информации. И он бы создал этот удивительный шедевр, но сил у него уже не было. Конечно же, это талант. Конечно же, это не каждому дано увязать не связанные между собой тезисы, направления научные и так далее. Он смог, насколько я понимаю, вот это вот все разнородные элементы собрать в единое целое и обосновать это. Многие считают, что показателем очень высокого уровня
работы, профессионализма, качества научной работы является, конечно, библиография. Она должна быть либо исчерпывающей по этой теме, либо вот самый высший пилотаж, когда там совсем мало работы. Вот списки использованной литературы. Вот одна из лучших, наверняка, так можно сказать, работ Вилена Варзяти «Праздничный мир осетин». Там библиографический список, по-моему, то ли 13, то ли 14 работ. Хотя блестящая, исчерпывающая работа, очень глубокая, очень основательная. Уже зная о своей смертельной болезни, он за 3 месяца написал свою книгу «Праздничный мир осетин». Болезнь медленно точила его изнутри, но он всегда держался с достоинством. Его работы становились все блистательней. Книгу «Праздничный мир осетин» он написал по заказу Салтанбека Табулова, тогдашнего директора Института гуманитарных и социальных исследований. Прекрасно образованный и талантливый руководитель, он высоко ценил ученого и создал ему достойные условия для работы. Чтобы сэкономить время, он освободил своего старшего научного сотрудника даже от посещения института. Обещал найти спонсоров, нашел их и издал книгу. Так, стараниями 2 ярких личностей и появилась в истории осетинской культуры эта удивительная книга. Вышла она в 1995 году, уже после того, как оба покинули мир земной. Она выросла из более ранней его работы, которая называлась «Народные игры и развлечения осетин». И сам выбор этой темы, он, конечно, не случайен, потому что конец 80-х, начало 90-х годов – это время, когда общество оказалось в кризисе. И вот эмоция, которая как бы царила, она была малорадостной. То есть присутствовала некая растерянность, даже уныние. И вот на этом фоне он предлагал обратиться к традиции как к источнику радости, как источнику надежды. И действительно, вот это чтение, оно вселяло оптимизм, потому что народная традиция, она по своей природе оптимистична. Она верит в то, что добро побеждает зло, что жизнь, она всегда будет побеждать смерть. Судьба Вилена удачна, можно сказать. Все его продукты так или иначе были зафиксированы издательски. Вошли ли они в контекст понимания общества, это уже другой вопрос. Общество не обязано как бы быть настолько образованным. Но в обществе есть элита, и элита должна понимать, что если общество не образовано, оно скатывается, в общем-то, в дикую этническую провинциальность. Отчасти мы сегодня имеем огромные проблемы и в культуре, и в образовании, которые так или иначе подтверждают этот тезис. Он уже стал символом, что ли, для молодежи, для молодых людей, науки, в науке, которые хотят, ну, так сказать, утвердиться, как надо и что надо делать, потому что не обращать внимания на околонаучные проблемы. Это очень сложно делать, но этим самым человек доказывает свою принадлежность к избранному пути своему. И, конечно, его удивительно интересно было слушать. Я до сих пор жалею, что я вот как-то легкомысленно, наверное, по-студенчески тогда к тем знаниям, которые он давал, относился. И он очень интересно рассказывал, и в то же время рассказывал довольно сложным языком, таким специальным, профессиональным языком. Вот он сыпал там терминами, там,
этнические маркеры, корреляция, еще что-то такое. И я его спросил как-то, я говорю: Вилен Савельевич, ну, вы же понимаете, что большинство студентов таких слов не знают и не совсем понимают, о чем идет речь. Он говорит, он посмеялся, говорит: моя задача не опускаться до вашего уровня, а поднимать ваш уровень. Вот так он ответил. Вилен Варзяти внес существенный вклад в этнографическое осетиноведение. Молодой ученый страстно пишет о скифском наследии в культуре осетин. Тепло вспоминает об именитых ученых-осетиноведах Шигрене и Миллере, о британском нартоведе Бейли, о своих учителях Горданове и Калоеве. Хорошо известны его работы о диалоге культур в творчестве Бритаева, о Туганове, как об этнографе. Вилен с любовью исследует народные песни и обряды. Не случайно у него есть работы, посвященные осетинским героям, которые остались в фольклорной памяти народа. Вот Есек Анукти, например, одна из его работ посвящена ему. Или, например, о творчестве Йылбыздако Бритаева, «Диалог культур». И хотя это деятели как бы из разных эпох, но он достаточно ясно обозначил перекличку, которая существует между ними. Они оба совершили некий подвиг. В одном случае Есек Анукти смог героически отстоять независимость, когда кабардинский князь хотел завоевать Хазнедон. А Йылбыздако Бритаев, заложив основы осетинской драматургии, осетинского профессионального театра, он выступил в роли культурного героя. И здесь, конечно, на память приходят осетинские героические песни, потому что в традиции есть вера не только в то, что можно совершить подвиг, но что можно обрести бессмертие. Ему не хватило просто времени для того, чтобы свои тезисы, которые он холил, лелеял, развивал, так сказать, свести в единую научную такую как бы парадигму. Ну, он сделал главное, он определил направление, он определил концептуальную, так сказать, составляющую этого. И мне кажется, в этом русле, я небольшой специалист, но мне кажется, что в это русло сейчас вовлечены его сподвижники или как бы единомышленники, что ли. У нас есть, несомненно, талантливые специалисты в области этнологии, и были, и сегодня есть, но Вилен — это особая вершина среди всех этих людей, потому что, вот ответственно могу сказать, рядом с ним по уровню профессионализма поставить некого. Вилен собой представляет, в общем-то, образ, каким должен быть, был бы человек конца 20 века. То есть горожанин, человек-европеец. И вот эти все нормы, которые в нем присутствовали, они, по сути, вот сейчас где-то догоняют в нашей социальной ситуации общество, осетинское общество, владикавказское общество. Но тогда он был довольно одинок. Вилен был индивидуален во всем, в том числе и во взглядах на историческое прошлое своего народа. Опираясь на опыт передовой исторической мысли, он сумел доказать право осетинского народа на наследие древней иранской культуры. Его научные выводы помогают нам не только разобраться в полученных от славных предков знаниях, но и применять их в новых культурно-исторических условиях. И тем самым становится ясно, что он смог
обрести то, к чему стремятся все герои. Он остался в народной памяти, а значит, он обрел бессмертие. Он приобщился к вечности, и даже вот спустя все эти годы он продолжает согревать нас своим теплом, он продолжает вдохновлять нас на научные поиски, и мы продолжаем сопереживать тем находкам, которые ему удалось сделать.